А ты тут щелкаешь, да, переводишь. А здесь мы ничего не выходим. Мы уже все выходим или нет еще? А вам же нужно презентацию тоже. А здесь можно это закрыть? А тут мы на ваш будем смотреть. Так мы там плохо будем видеть. Мы там будем, конечно. Отодвигать я буду сейчас ложиться. Это мне надо, чтобы меня он говорил, не мешается. А там у меня будет голос за кадром. Ну, конечно. Сколько задержки-то? Все нужно там сделать. Мы также напишем, кто направлял. Так все-таки трансляция-то оттуда идет? Нет, сюда это, ну, во всяком случае, это почему-то такое. А, нужно туда повернуть. У нас Ольга Валерьевна сегодня главная. Вы нам скажите, когда мы начинаем. Я уже начал. Да. Мы уже начали. Здравствуйте, дорогие учителя. Тема заседания та же остается у нас сегодня. Актуальные проблемы школьного географического образования. И сегодня мы проводим это заседание в составе Ольга Валерьевна Турко. Она была председателем по ОГЭ, по предметной комиссии географии в 2017 году. И она приглашена сегодня для участия в нашем семинаре. Ну, а всех остальных вы уже знаете. Здесь присутствует Косолапова Лариса Михайловна, учитель географии Вильградской средней школы номер 2. Присутствует Селявка Виктория Владимировна, школа номер 38, и я, Кольгова Надежда Васильевна. Ну что же, приступаем к работе. План перед вами. Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету география 2017 года, анализ КИМов и результатов ОГЭ по учебному предмету географии, разбор заданий, вызвавших наибольшие затруднения учащихся в 2017 году, рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ по предмету географии. Итак, начинаем с первого вопроса. Пожалуйста, Ольга Валерьевна. Спасибо. Итак, как мы видим на данном слайде, в 2017 году количество участников, выбравших экзамен география, увеличился как в абсолютных показателях, так и в относительных процентном соотношении. В данном случае у нас произошло увеличение по разным причинам. Вполне вероятно, ребята более осознанно выбрали географию, зная о том, что данный предмет уже влияет на результат аттестата, поэтому им интереснее было посмотреть свои возможности, испытать себя и, соответственно, попробовать улучшить в какой-то мере свои результаты. Если посмотреть по соотношению девушек и юношей, то все-таки юношей больше сдает. Вполне вероятно, что это специфика данного учебного предмета. Так, нужно сказать, что начиная с 2016 года учащиеся должны были выбирать уже 2 предмета по выбору. Вот почему такой огромный процент тех, кто выбрал географию. Обратите внимание, это более в 2017 году 34,54, а в 2016 году 28,94. Так как для учащихся сложнее сдавать другие предметы, точные предметы, и мы, соответственно, видим такой результат. По результатам Республики Коми получился довольно хороший результат. Достаточно много ребят выполнили задание на удовлетворительную, хорошую и отличную отметку. И только 40 человек, к сожалению, не справились с заданием. Если мы сравним результаты ОГЭ по географии за 2 последних года, то можно видеть очень хорошую тенденцию по снижению неудовлетворительных отметок.
Средняя отметка выросла. Довольно хорошо ребята справились с заданиями. И мы можем увидеть увеличение количества людей с 5. И в целом качество обучения выросло. Посмотрите, пожалуйста, с 33,98% до 50,99%. Уровень обученности по географии также вырос. У нас получился 98,58%. То есть стали выбирать более осознанно. В 2016 году очень многие подключились к географии, и результаты, получившие неудовлетворительную оценку, обратите внимание, 691 ученик. Но нужно отметить, что в этом году мы снизили порог с низкими баллами, и вместо 12 теперь было 10. Вполне вероятно, здесь немножечко сказался и данный факт на снижение неудовлетворительных отметок. Да, можно еще отметить, что все-таки в 2017 году была возможность пересдавать, в 2016 не пересдавали. То есть там, потому что не влияло на выдачу аттестатов отметка. Светится на окончание. Рассмотрим вопрос, да, анализ КИМа результатов по учебному предмету географии. И мы даем слово Ларисе Михайловне. Пожалуйста, Лариса Михайловна. Да, рассмотрим, какие разделы школьного курса географии подлежат проверке при проведении ОГЭ. Это источники географической информации, природа Земли и человек, материки, океаны, народы и страны, природопользование и геоэкология. Ну и самый большой раздел – это география России, а именно особенности географического положения России, природы России, населения, хозяйства, природно-хозяйственное районирование и Россия в современном мире. Но 5-й пункт самый большой, потому что географию России изучают в течение 2 лет, в 8 и 9 классе. Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Из них 27 заданий с записью краткого ответа, 17 заданий с ответом в виде одной цифры, 3 задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр, 3 задания повышенного и высокого уровня сложности с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Если рассмотреть задания по уровню сложности, 17 заданий – это задания базового уровня, 10 повышенного уровня, 3 задания высокого уровня сложности. Также экзаменационная работа включает задания, различающиеся по видам проверяемых умений и способам действий. 13 заданий проверяют требования знать, понимать. 14 заданий требования уметь. 3 задания требования использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. В контрольно-измерительных материалах для ОГЭ большое внимание уделяется прежде всего достижению обучающимися требований, направленных на практическое применение географических знаний и умений, а также проверке сформированности умения извлекать и анализировать данные из различных источников географической информации. На экзамене можно пользоваться картами атласов за 7, 8, 9 классы, в которых есть статистические материалы, диаграммы, тексты и так далее. Средств массовой информации. Ну а теперь давайте мы посмотрим, не достигнуты требования стандарта при выполнении следующих заданий базового уровня. И здесь приведены, что же не достигнуто. 22 номер. Уметь находить в разных источниках информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, определять карту географического района, на которой можно изучать местоположение субъекта России. Это умение не сформировано. Посмотрите, пожалуйста, более чем у 50% учащихся. 22 номер. Знать и понимать географические явления и процессы, геосфера, закономерности расположения горных пород, предметное содержание земная кора и литосфера. И опять же, более чем у половины учащихся не сформировано и требований стандарта по знать и понимать географические явления и процессы. Мы сразу обговорим. Да, перейдем к этим заданиям. Да. По заданию 22 здесь, скорее всего, необходимо учителям на уроках географии уже в 8 и в 9 классе включать такие задания, которые позволяют ребятам найти соответствующий географический район и сориентироваться, используя разные карты. Поэтому здесь это умение необходимо будет прорабатывать как номенклатуру. Ребята могут и устно отвечать по ментальной карте, какие субъекты Российской Федерации входят в состав того или иного географического района. По заданию 26 здесь, конечно, немножечко так сложновато для ребят сориентироваться, какое будет более молодое по слою или более древние, да? Там будет дальше. Да. Более древние, чуть дальше мы посмотрим. Посмотрим, да, и остановимся на них. Так. Далее, номер 9. 9 задание. Уметь анализировать в разных источниках информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, вычисление миграционного прироста, предметное содержание населения России, направление и типы миграции. И обратите внимание, не сформировано у 51,44% учащихся данное умение, анализ различных источников информации. Уметь определять на карте географические координаты не сформировано тоже у очень большого количества учащихся. И когда географические координаты рассматриваются в начальном курсе физической географии, но дойдя до 9 класса, забывается процесс определения координат, который состоит из определения широты географической и географической долготы. Поэтому, конечно, здесь есть над чем работать учителям географии по определению координат. Значит, необходимо поднимать эти вопросы и не только в курсе начального курса обучения, но и изучение материков и океанов. Там у нас есть определение крайних точек, протяженность материка, исходя из крайних точек. Изучение географии России. Чаще всего только мы рассматриваем крайние северную, южную, западную и восточную. Ну и нужно, конечно, и здесь больше обращать внимание на определение координат различных географических объектов. То это будут, может, вулканы или же, допустим, промышленные центры. То есть отработка географических координат должна проходить в течение длительного периода процесса обучения. Систематически, да. И, кстати, эти же задания в КИМах относятся к повышенному уровню. 24 задание. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения поясного времени. Как вы видите, не сформировано у тоже большого количества, 60,7% учащихся. То есть представление о движении Земли, смена времени поясного –
Это, конечно, вопросы довольно сложные, и на это обращаем внимание довольно мало в начальном только курсе физической географии. Они выпадают из процесса учебного. 27-го задания уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, определение пункта на карте по климатограмме, предметное содержание атмосферы, состав, строение, циркуляции, распределение тепла и влаги на Земле, погода и климат, изучение элементов погоды. И очень низкий результат не сформировано у большей части учащихся, 71,66%, 66%. Как мы видим, здесь, конечно, чтение климатограмм начинается с начального курса географии, продолжается активно в курсе материки и океаны, а дальше уже географии России. Однако учащиеся так и не умеют выявлять и находить по климатограмме основные показатели, определять пункт по климатограмме, исходя из особенностей климата, пунктов и климатических поясов. Очень сложно для них. Да, это сложно для них, но тем не менее. У них же не одна география, поэтому мы вполне понимаем, что да, эта тема довольно сложная. Так, 28-е задание. Уметь выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерения эмпирические зависимости, анализ сделанных выводов по зависимости климата и географическим положением пункта. Предметное содержание. Снова атмосфера, состав, строение, циркуляция, распределение тепла и влаги на Земле, погода и климат, изучение элементов погоды, и не сформировано почти что у 60% учащихся. Поэтому здесь, конечно, в зависимости от того, где пункт находится, необходимо делать вывод, конечно, и иметь представление о зимних и летних температурах, количество осадков, как оно меняется. 30-е задание. Уметь выделять, узнавать существенные признаки географических объектов явлений, узнать страну, субъект Российской Федерации по описанию. И, как мы видим, не сформированы у 80 и 92% учащихся. То есть на это почти не остается у нас времени, чтобы определять страны и чтобы определять субъекты Российской Федерации. Потому что все же в 9 классе идет изучение не по субъектам Российской Федерации, а идет обучение по экономическим районам. И рассматривая экономические районы, мы отмечаем состав каждого экономического района. Но вот особенности субъектов они должны знать. И это возможно, конечно, с помощью и составления ментальных карт, и составления краткой характеристики каждого субъекта, или по-другому мы можем сказать визитной карточки этого субъекта, которая подчеркивает особенность и специализацию этого субъекта Российской Федерации. В последнее время еще очень популярно делать кластер. Да. 15-е задание. Уметь объяснять существенные признаки географических объектов явлений, знать и понимать природные антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем. Не сформировано, тоже можем сказать, примерно у 50% учащихся. География, как и другие предметы, сегодня отвечают определенным требованиям, которые связаны с экологизацией содержания. И наш предмет география, он более экологизированный, чем, допустим, другие предметы. Физика, допустим, или биология, или химия. Поэтому является самым экологизированным курсом. Поэтому не случайно уделяется внимание и этим вопросам, которые тоже для учащихся являются довольно сложными. Хотя, если посмотреть в учебниках, то, к сожалению, не всегда четко прописываются
особенности экологических проблем. Да, и антропогенные причины. Ну и переходим к разбору заданий, которые вызвали наибольшее затруднение учащихся в 2017 году. Ну, они остаются, наверное, у нас из года в год. Так, ну давайте посмотрим. Задание 9. И хотя справилась большая часть учащихся, необходимо было определить величину миграционного прироста населения России в 2010 году. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь. Прибыло показано, выбыло. Так, данные даются. Ученикам нужно определить 10 год. Так, миграционный прирост, прибывшие иммигранты, выбывшие эмигранты. Соответственно, 192 минус 36 и окажется 156 тысяч человек за 2010 год. Это такой размах, который показан здесь и является миграционным приростом населения. Поэтому здесь дается 2010 год. В другом варианте это может быть 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2009, 2008. То есть нужно учить ученика понимать, что представляет собой миграционный прирост населения. Это разница, да. Причем стоит отметить, что по вычислению миграционного прироста мы всегда ориентируемся на две формулы. И вот ребята, зная одну формулу, связанную как раз с естественным приростом и изменением численности населения, пытаются внедрить в данное задание первую формулу, забывая совсем про самую легкую представленную, когда количество прибывших и выбывших мы используем. Но, кроме того, здесь стоит отметить, что в заданиях очень часто идут ведь величины отрицательные в ответе, и ребенок просто забывает поставить знак минус, поэтому на это нужно будет обращать очень серьезное внимание. Они в математике делают такие же ошибки аналогичные, и здесь в географии. Причем калькуляторы настроены таким образом, что сам знак минус не идет, только пишется само слово, и ребенок просто немножечко переживая со свои ответы, не видит вот эту надпись и теряет, соответственно, знак. А значит, получает Неправильный неправильный ответ. Надо сказать, что определение миграционного прироста немножко в другой форме переходит и в 11 класс. Но с этим мы с вами уже знакомились. Задание 14. Справилось 45,55%. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты. 46 градусов северной широты, 7 градусов восточной долготы. Или, допустим, определите, какой город имеет географические координаты. 19 градусов северной широты, 73 градуса восточной долготы. Здесь необходимо, конечно, правильно выбрать соответствующую карту и справиться с определением вершин, города, вулкана и так далее. Каждый год эти варианты различны. То есть чаще всего ребенок может, не полностью прочитав задание, начинать выполнять и не обращать внимания на конкретные географические объекты. Если сказано вершина, то он должен найти именно вершину, а ребенок чаще всего ищет город. Или другой какой-то объект. Или другой какой-то объект, не обращая на это внимания. Задание 15. Выполнение 50,69%. Северное море, окраинное мелководное море. Вот такой текст дается. Более 2/3 его площади имеют глубины менее 100 метров. По Северному морю проходят важнейшие морские пути. Традиционно большое значение имело рыболовство. Северное море – один из важнейших в мире нефтегазоносных районов. Добыча нефти здесь постепенно сокращается. Однако североморская нефть остается одним из важнейших
источников энергоресурсов для Норвегии, Великобритании и других стран Европы. Добыча и транспортировка нефти осуществляется в мелководной части Северного моря в сложных условиях. Итак, данный текст готовит учащихся к восприятию самого вопроса. В случае аварии нефтепромысла или при крушении танкера возможно попадание большого количества нефти в воды Северного моря. Каковы возможные отрицательные последствия нефтяного загрязнения Северного моря? Назовите два последствия. Но прежде всего учащийся может успешно найти, где находится Северное море. Далее непосредственно найти здесь страны, которые даются в описании, и значки добычи нефти и природного газа. А далее, конечно, он должен знать, что нефтяная пленка, которая тонким слоем ложится, она вызывает гибель водоплавающих птиц, замор рыбы от недостатка кислорода, ну и, конечно, загрязнение береговой линии нефтью. Если учащийся дал два правильных ответа, то оценивается в 2 балла. Если только один ответ, и мы видим здесь в ответе правильно указано любое одно отрицательное последствие, то ученик получает 1 балл. Но если ничего не сказано, то, соответственно, 0 баллов. 0 баллов. Таким образом, конечно, в ответах необходимо нацеливать учащихся, давать более развернутые, полные ответы. Почему именно гибель водоплавающих птиц? Потому что птица садится на воду, и все перья этой птицы слипаются, связываются нефтью, и поэтому, конечно, дальше необходимо эту птицу спасать, иначе они гибнут. Ну, недостаток кислорода, понятно, с тонкой пленкой закрывает. И поэтому здесь, конечно, необходимо отмечать такие важные вопросы и находить карту, на которой отмечены районы нефтяных пленок. Не случайно, когда еще плавал Тур Хейердал первый раз, он отмечал, что нефтяных пленок было мало, а вторые плавания, третьи его, показали, что буквально все океаны в такой сильной степени загрязнены нефтяными пленками, и одной из причин, конечно, является не только добыча, но и транспортировка, как уже было указано, с помощью танкеров и супертанкеров. Поэтому на это необходимо обращать внимание. Задание 22. Выполнение задания 49,73%. Сокольский деревообрабатывающий комбинат, город Сокол, Вологодская область, первым в стране освоил технологию производства клееного бруса. Проектная мощность завода 100 тысяч кубических метров клееной древесины в год. На сегодняшний день это одно из самых крупных предприятий в России по производству клееного бруса и балок до 12 метров длиной. Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо выбрать, чтобы определить местоположение Вологодской области. Как вы видите, здесь дается Вологодская область. В следующих заданиях может быть любая область, любая территория, любой субъект. И, конечно, учащийся должен безошибочно определить, что это европейский север, так как Вологодская область расположена именно в европейском севере. То есть, в принципе, Да. работать с 2 картами. Совершенно верно. Карта нашей страны, нахождение этой территории, а далее перенос на уже региональную карту. Вот тут вот как раз и сложности возникают, если ребенок плохо ориентируется в атласе. Задание 24, 39,3% выполнения.
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. Здесь ученики должны очень хорошо представлять, что Земля вращается с запада на восток, что существует линия перемены дат, которая проходит по 180 градусу долготы, и поэтому, конечно, движение начинается от нашего Дальнего Востока и движется на запад. Поэтому это будет 3 Забайкальский край, 2 Свердловская область и 3, да, и 1 Республика Карелия. Значит, здесь очень важно иметь представление о движении нашей Земли и второе – линию перемены дат. И когда ребенок оформляет работу, непосредственно в бланке, записи должны быть без запятых. Все цифры по определенной последовательности должны быть записаны. Ну, в данном примере 3, 2, 1. Да, 3, 2. Так, вместо этих субъектов могут быть и другие ведь субъекты. Так что учить нужно ученика. Задание 26. 49,84% выполнения. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве в карьере. Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста от самого молодого до самого древнего. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. Здесь очень важно для ученика раскрыть, показать. Если это на равнине и горные породы не смяты в складку, чем они находятся глубже, тем они древнее. Вот как тут показано, молодые. Далее пойдут средние по возрасту и самые, конечно, уже на глубине древние. Поэтому в данном примере они должны начать с самого молодого. Это суглинок с волнами, цифра 2. Далее известняк поставить. И на последнем месте пойдет кварцит. И все это лежит, мы видим, на гранитном слое. Задание 27. 28,34% выполнения. Очень мал процент выполнения заданий. Ну, тема климат и геологическое устройство, наверное, это 2 темы самые сложные в курсах географии. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме. С чего нужно начинать работу? Ну, прежде всего мы видим здесь А, Б, С, Д пункты. 2 пункта расположены в северном полушарии, а 2 пункта расположены в южном полушарии А и Д. Для ученика это должно быть очень четко определено. И начинаем с анализа температуры. Температура в июле выше, чем в январе. Мы видим, январские температуры в данном примере где-то плюс 18. А летние температуры, ну, чуть меньше 30, да, 20 примерно 8. Значит, это северное полушарие по всем параметрам. Какие климатические пояса точки уже можно исключить? Можно исключить А и Д, то, что находится в южном полушарии. Потому что график тогда бы был и показывал нам, зимние температуры были бы выше. Январские, да, извините, январские. А июльские были бы ниже. Итак, в северном полушарии точки Б и С исключаем точки А и Б. Далее давайте обратим. Оцениваем характер выпадения осадков. Всего осадков выпадает 2055, это очень много. Равномерно или нет? Конечно, неравномерно. Мы видим и должны посмотреть, больше зимой или больше летом.
в данном примере раз северное полушарие, то больше в летний период года. В примере видим, что количество осадков в целом велико, это мы уже сказали. Выпадают в основном летом, июнь, июль, август, наибольшее количество. Обратите, пожалуйста, внимание, там даже около 40 миллиметров за один июльский период. Такой режим... 400 миллиметров. Такой режим выпадения осадков характерен для субэкваториального климата. В субэкваториальном климате господствуют две воздушные массы. Это экваториальная в летний период года, а в зимний период года тропический, именно экваториальный климат и несет осадки. Ну а кроме того, усиливается еще и муссоном данной территории. Значит, это точка С. Точка В расположена, посмотрите, в тропическом климатическом поясе. Тропический климатический пояс – это район Сахары показан. Здесь выпадает мало осадков. В тропическом воздухе и тропический климатический пояс имеет высокое атмосферное давление, наблюдаются нисходящие воздушные токи, которые осадки дать не могут. Значит, по работе с климатограммами необходимо четко определить алгоритм, порядок, шаги, чтобы учащийся не сбился с намеченного пути и правильно оценил и дал, соответственно, правильный ответ. Задание 28. Выполнение 40,67%. Мы видим здесь с вами пункты наблюдения, ученик их может найти на карте. Париж, Мюнхен, Мишкольц, Черновцы. Указаны географические координаты. Все они имеют одну широту, но разную долготу. От 2 градуса восточной долготы, обратите внимание, до 26 градуса восточной долготы. И мы видим здесь среднюю температуру воздуха января, июля, среднемесячное количество атмосферных осадков, среднегодовое количество атмосферных осадков в миллиметрах. И это идет чтение 100 материалов. Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы получились разные, и нужно нашим учащимся определить, кто из учащихся сделал верный вывод на основе представленных данных. Ну вот давайте посмотрим. Екатерина. Чем ближе к Атлантическому океану, тем зимы теплее. Мы видим, обратите внимание, в Париже температура января плюс 3,5 градуса. Отходим от Атлантического океана вглубь, уже 0,5 Мюнхена. Мишкольца минус 2,9 почти, 3 градуса с минусом. И последний город почти минус 5. Поэтому, соответственно, Екатерина определила правильно. Теперь посмотрим. Виктор. При движении с запада на восток лето становится теплее. В данном примере, значит, да, выпадает последний пункт. В последнем пункте, посмотрите, Черновцы, плюс 19,1, а в предыдущем плюс 20,1. Поэтому этот показатель в данном примере не годится. В другом примере он может годиться. Следующий, Даниил. Чем дальше от Атлантического океана, тем среднегодовое количество атмосферных осадков больше. Опять мы видим с вами, что тоже отпадает, потому что в Мюнхене осадков больше, допустим, чем даже в Париже. Ну и Арина, чем теплее лето, тем больше атмосферных осадков выпадает. В Париже так, лето 18 осадков,
но самое большое количество, высокая температура 20,1, но однако осадков меньше в этом пункте, в третьем, да? Значит, когда ученик анализирует подобные таблицы и стат-материал, он должен не кидаться на первые задания, первый пункт, а должен внимательно проследить все и, соответственно, только после этого выявить. Это в данном примере, посмотрите, Екатерина, и правильный ответ у нас стоит на первом пункте. Хотя мы, конечно, учащимся говорим, что чем ближе к Атлантическому океану, тем зимы теплее. Так, мы отмечаем также, и в текстах наших учебников дается, что при движении с запада на восток лето становится теплее. В общем, да, но не в этом случае. Тоже мы об этом обращаем внимание, да? Так, ну и, соответственно, конечно, да, при подготовке вот на это нужно обращать внимание, конечно. И учить ребят, Да. чтобы они очень четко выявляли зависимость между географическим положением и уже находили соответствующую закономерность. Прям можно рисовать на статистических материалах стрелочки, чтобы не запутаться. Вот это очень важно, потому что очень много цифр, прям целая рябь получается. И ребенку нужно очень четко выявить последовательность. Да. Или можно даже моделировать, да, вот показать. Смотрите, здесь на одной широте, да, Уже и это можно пункт. дорисовать, да, вот эти меридианы, указав пункты, да, и вот следить все показатели. Да, правильно, это в черновике. Именно. И выйти на правильную расстановку. И что выбивается из, допустим, видите, 18,7, 19,3, 21. Увеличение идет, а в последнем пункте нет. Значит, уже не подходит. 30-е задание. 19,8% выполнения. Определите страну по ее краткому описанию. Это высокоразвитая страна, занимает территорию 4 крупных и нескольких тысяч мелких островов. Особенности природы являются преобладание горного рельефа, высокая сейсмичность, активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытянутости в меридиональном направлении климатические условия разнообразны. Более 60% территории, главным образом гор, покрыты лесами, смешанными, широколиственными, переменно влажными, в том числе муссонными. Средняя плотность населения превышает 100 человек на 1 километр квадратный. Итак, как вы видите, здесь прежде всего даются такие важные моменты. Высокоразвитая страна. Но высокоразвитых стран довольно много. Далее посмотрите. Территория 4 крупных и нескольких тысяч мелких островов уже суживается. Но опять тоже мы можем привести довольно много таких стран. Великобританию, допустим, Японию и так далее, которые расположены на крупных и мелких островах. Но особенностью, посмотрите, природы является горный рельеф, сейсмичность, активный вулканизм. Самыми активными участками, вулканическими, сейсмическими, является у нас все же, да, граница литосферных плит и в данном примере Тихоокеанское огненное кольцо. Значит, учащиеся, по идее, должны перейти уже к конкретным картам для изучения. Страна бедна полезными ископаемыми. Обратите внимание на это. Одна из самых бедных стран, Япония. Вытянута с меридиональным направлением. По карте они могут найти смешанные широколиственные переменно-влажные леса, в том числе муссонные. Важен показатель и высокой плотности населения. Превышает 100 человек на квадратный километр. И, соответственно, правильно определить данную страну. И правильный ответ, конечно, Япония. Япония. Опять же получается, что ребенок должен уметь находить информацию с разных карт.
сопоставлять эти карты. Да. Только тогда он сможет определить. В Так качестве... называемое наложение одной карты на другую, потому что тут, посмотрите, и область указана, леса смешаны, широколиственные, переменно влажные, подчеркнуто в том числе муссонные, а муссонные, крупные территории муссонным климатом, это все же материки Евразии. То есть проверить по карте эту Да. информацию можно, да? Очень хорошо, если проверить. И в качестве такой рекомендации можно даже предложить самим ребятам при изучении конкретного материка, региона, составлять самостоятельно вот такие характеристики. В принципе, я ребятам в этом году так предложила в 7 классе, как загадки. Сделать из 3-5 предложений характеристики, краткие характеристики отдельных стран, и затем они обмениваются тетрадочками и друг у друга угадывают страну. Определяют. Да. Да. Ну, Смотрят. вы прекрасно Учатся. знаете, что по краткому описанию у нас определяют и в 11 классе страну, но там добавляется еще отрасль специализации, так как курс экономическо-социальной географии, который изучается в 10-11 классах или только в 10 классе, дает возможность выйти на эти особенности стран в международном географическом разделении труда. Это не что и другое, как подготовка уже к будущему экзамену. Да. Ну и хотя учащиеся справляются и неплохо с заданиями по картам топографическим, но хотелось бы, чтобы они справлялись еще лучше. По топографическим картам довольно много разных заданий. Это определение расстояния, это, соответственно, оценка территорий и ряд других заданий. Ну вот давайте посмотрим такое задание. Школьники выбирают место для катания на горных лыжах. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите 2 довода. Прежде чем подойти, конечно, к выполнению данного задания, необходимо обратить внимание на следующее. Рельеф данной территории отмечен с помощью горизонтали. Чем ближе к горизонтали приходят и расположены друг к другу, тем круче склон. Значит, для того, чтобы выбрать для катания на горных лыжах, необходимо выбрать территории, где горизонтали проходят близко друг к другу. Это цифра 1, участок под цифрой 1 и под цифрой номер 2. Цифра 3 сразу отпадает, так как склон, посмотрите, пожалуйста, не крутой. Далее необходимо учащимся внимательно изучить эти участки. Первая цифра и под второй цифрой. Для учащихся 9 класса даются обозначения. Что мы видим здесь? Но прежде всего мы видим кустарник, который показан на участке 1. Мы видим на участке редколесье, значок, который отсутствует, по-моему, здесь. Но кустарники, да, тем не менее, да, соответственно, они будут мешать. Мешать при катании, да, на горных лыжах. Поэтому правильный ответ, который они должны выбрать, это участок 2. Перед тем, как выполнять подобного рода задания, обязательно мы должны обращать внимание, для какой цели мы отбираем участок. Это может быть для катания на горных лыжах, для выпаса скота, это может быть для создания и разбивки футбольного поля, фруктового сада. Поэтому в беседе мы определяем, какие участки должны быть. Для одних должны быть ровные участки, другие участки должны быть обращены к югу. Так, южный склон, где раньше сходит снег и так далее. То есть нужно проработать
Иногда на участках показаны ямы, обрывы, которые, конечно, мешают и для катания, и для выпаса скота. Или, допустим, участки болот, которые тоже мы должны отбросить при, допустим, когда мы разбиваем или футбольное поле, хотя этот участок может быть ровным, но и также для выпаса скота тоже эти участки не годятся. Значит, чтение карты для географа является одним из очень важных, то есть умение распознавать географическую действительность, что там изображено, чтобы учащийся не пугался. Он находил реку, направление течения, обрыв, горизонталь, где находится какая высота, чтобы видел то, что изображено на данной карте. Некоторые ошибочки были допущены ребятами в этом году в том плане, что очень четко, правильно приводили доводы. Здорово все, но ребенок забывал в самом начале писать, какой именно участок он имеет в виду. Поэтому здесь с ребятами надо при подготовке отработать вот этот момент, это раз. Во-вторых, то, что при написании довода эти доводы должны отличаться друг от друга. То есть обязательно форма рельефа и обязательно это прочтение растительности. Разноплановые должны быть. Растительность. Три компонента в ответе Да. должно быть, да? Три Три компонента. компонента. Тогда это будет 2 балла. Когда у ребят изображены ямы, они в качестве места для катания горных лыж даже могут выбрать участок с этими ямами, объясняя, что так интереснее кататься. И вот ребятам здесь стоит уже напомнить о таком элементе, как безопасности. Конечно, Поэтому да. то, что им интереснее, еще не означает, что это будет правильно. И безопасно. И особенно около оживленных автомобильных дорог и железных дорог. Ребятам очень тяжело написать экспозиции южного склона. Они путают, что такое южное направление и именно экспозиции южного склона. Данная формулировка встречается крайне редко при проверке работы, поэтому здесь необходима такая очень плодотворная отработка данных записей, правильных записей. Да, здесь опять у нас смоделировать нужно вот эти склоны, холмы, да, пояснить, где склон южной экспозиции, подсвечивая фонариком. Или можно вот тоже стрелкой показать, в каком направлении спуск. И вот как раз стрелка, в каком направлении спуск, она и показывает, да, что направление спуска, ну, склон будет южный или северный. Вот. Это можно понять по подписям, да, горизонтали. Нижняя часть чисел, они показывают, Конечно, куда идет да. спуск. Спуск. Да. Ну и также бергштрихи показывают нам направление спуска. Или вот вершины цифр смотрят обычно наверх, туда, куда идет подъем. Это тоже подсказка. Еще вот здесь встречаются такие ошибки при объяснении. Учащиеся, например, применяют такие слова, как возвышенность. То есть здесь можно кататься, потому что здесь возвышенность. Да, или здесь гора. Или здесь горы, гора. Или здесь, здесь равнина. Все-таки точнее будет, если он скажет ровный участок, а не равнина. Или склон. Да, или склон, а не гора. Да. Ну и всегда там, где отмечены реки, озера или любые водные объекты, рельеф в этом направлении всегда понижается. Это река вырабатывает долину, и сразу мы видим от реки уже идет подъем. Ну и рекомендации по подготовке обучающихся нам необходимо будет раскрыть по предмету географии. Пожалуйста, Виктория Владимировна. Общие рекомендации, конечно, такие, что прежде чем начать подготовку обучающихся к основному государственному экзамену, конечно, желательно бы провести диагностическую работу в начале учебного года и определить, да, по каким темам, по каким умениям имеются пробелы.
Выбрать группу учащихся, которые хотят сдавать экзамен, и организовать какие-то консультации для этих учащихся. На консультациях можно использовать материалы, например, из сайта ФИПИ. Это те материалы, которые как раз и соответствуют государственной итоговой аттестации. Также для подготовки учащихся к ОГЭ рекомендуется использовать разнообразные ресурсы интернет. Это и Решу ОГЭ, например, где, в общем-то, можно решать в онлайн-режиме и сразу получать результат. Да, правильный ответ или неправильно. Кроме этого, если ответ сделан неверно, то можно узнать, почему неправильно, и узнать, какой ответ все-таки должен был быть правильным. Конечно, необходимо самому учителю, и учитель должен познакомить учащихся с основными документами, которые регламентируют разработку контрольно-измерительных материалов. Это кодификатор элементов содержания, это спецификация. У нас бывает часто дети приходят на экзамен и не приносят с собой линейку, а ведь в спецификации указывается, что ребенок должен принести на экзамен линейку. И, конечно, обязательно рассмотреть с учащимися демонстрационный вариант, чтобы дети имели представление о том, сколько заданий, какого типа заданий встречается на экзамене, и чтобы у него, в общем-то, была возможность понять и осознать, хочет он сдавать этот экзамен, хочет он готовиться, или все-таки может он выполнять эти задания. В общем-то, как-то, чтобы у ребенка был настрой на подготовку к экзамену. Конечно, желательно, чтобы каждый преподаватель рассматривал или изучал учебно-методические материалы для экспертов и председателей республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации. Но так как это все-таки дает возможность самому учителю понять, каковы критерии оценивания заданий, и на что обратить внимание, потому что в этих материалах также описываются типичные ошибки, которые наши учащиеся допускают при выполнении заданий. И бывает очень обидно, когда ученик допускает ошибку, которую при хорошем подготовке, да, или если бы учитель объяснил, что так не надо делать, ученик бы и не сделал бы эту ошибку. И, конечно, учащимся рекомендовать разнообразные учебные издания, которые составлены, прежде всего, ФИПИ для подготовки к экзамену. Такие основные рекомендации. Да, и, конечно, надо информировать родителей о занятиях с учащимся, о продвижении этого учащегося, потому что многое надо вспомнить, начиная, как вы видите, 5-6 класса. И это является очень важным. Его достижением по преодолению сложностей и трудностей. Желательно, конечно, при подготовке детей мы же четко не можем определить вплоть до 9 класса, начала 9 класса, кто именно будет сдавать. Поэтому здесь немножко так на опережение надо работать. И по промежуточной аттестации в конце года необходимо самому учителю составлять задания на основе открытого материала на сайте ФИПИ, используя вот этот материал с соответствующими критериями, с соответствующими параметрами оценивания. Так легче будет посмотреть тенденцию и определить, какие умения хорошо отработаны, какие еще западают, и, соответственно, сделать вывод на следующий учебный год. Тем более сейчас электронный журнал позволяет проанализировать данную систему, и те контрольные работы, которые мы делаем, сейчас многие учителя уже знают, есть такой значок «Протокол контрольной работы», где можно зафиксировать базовый уровень, повышенный уровень, количество баллов по данному вопросу и, соответственно, выбрать, какое именно умение формируется, проверяется у ребенка этим заданием. И в результате уже, когда дети все свои данные получают и с оценкой, и с самими заданиями, можно там проставить баллы, учитель сам может вывести аналитическую справку по данной контрольной работе.
очень четко, даже индивидуально для каждого ребенка, какие рекомендации существуют. Это вот уже все можно сделать. То есть задача учителя подготовить учащегося, а учащийся, который выбрал географию, приложить все свои знания, умения для выполнения итоговой аттестации и как можно успешнее справиться с этой задачей. Поэтому, конечно, цель одна – прочные глубокие знания, которые мы должны давать учащимся. Но у нас сложности еще в плане том, что уровень учащихся очень разный, увлеченность учащихся разными предметами, она различна. Соответственно, порой выбирают географию не самые сильные, не самые направленные на изучение географии. И поэтому, конечно, с такими учащимися нужно заниматься, чтобы не подвести школу, не подвести класс, и чтобы ученик не подвел учителя. Потому что вы все прекрасно знаете, что каждый учитель, каждый ученик, все это прописано, и все прекрасно знают, какие школы хорошо справляются, какие школы хуже справляются. И поэтому, конечно, хотелось бы пожелать всем учителям хороших учеников, хорошего выполнения задания, а это возможно только при систематической работе, в том числе отработке отдельных заданий, в том числе по итоговой аттестации учащихся. Конечно, сложности возникают из-за того, что в 5 и 6 классах всего лишь 1 час на изучение географии идет. Это самый непродуктивный час получается. Поэтому здесь, если только администрация школы пойдет навстречу из школьного компонента, дополнительно час на именно практическую работу будет выделен. Это вот очень важно. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Потому что в большинстве случаев это 1 час. 1 час. А работа 1 час это практически ничего не дает. Это бесполезная трата времени. Потому что за 1 урок в неделю мы ничего дать не можем, и через неделю что-то проверить, что-то изучить. Нет у нас такой возможности. Нужно, вы знаете прекрасно, что каждый урок географии – это новая тема. Очень мало внимания остается на обобщение знаний, и поэтому, конечно, галопом по Европе и получается у нас такая картина, что к концу учебного года, особенно в классах, где начальный курс географии 5 и 6 классы, знаний тех прочных, которые бы хотелось, конечно, иметь, их не остается у учащихся в силу вот этих, конечно, объективных таких вот моментов. То, что географии очень мало. Ну, мы тут уже говорили, что необходимо уделять большое внимание межпредметным компетенциям, метапредметным компетенциям, как сейчас принято говорить, по той причине, вы все прекрасно понимаете, что география как наука, она связана и с такими науками, как предметами учебными, как математика, это вычислительные навыки, которые ученик должен иметь. Он должен иметь большой кругозор, посмотрите, и быть связанным с областью биологии, истории, порой задания, вопросы даются. Да. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что это огромный труд, который идет так, в этом направлении. Ну и теперь давайте мы с вами, наверное, выясним, какие же вопросы поступили. Дети часто задают вопрос, как писать бланк-ответ на 19 задание, в каком направлении, СВ северо-восток или СВ через дефис, либо словами северо-восток или северо-восток как полное слово, да?
В данном случае при проверке мы принимаем все варианты из представленных. Ребенок может и полностью написать северо-восток через дефис, как правильно будет, и может записать СВ, потому что затем учителя при проверке они смотрят разные записи, и сокращенные полные они допускаются. Еще вопросы, пожалуйста. В информационном письме на сегодняшнее заседание стояло два вопроса. Первый вопрос мы с вами рассмотрели, а второй вопрос касался аттестации педагогов. Но так как Светлана Анатольевна сегодня не подошла, мы этот вопрос оставляем на следующее занятие, которое состоится уже в конце учебного года, в мае. Информация будет разослана также на личную почту вашу. Ну, а если еще будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите, мы постараемся ответить. Давайте еще подождем, может, еще какой-то вопрос. А вот тут написано «Вид картинки, трансляция началась». Это может быть кто-то не вышел, да, не смог найти нас. Да. Пока вопросов нет. Да? Пока нет, да. Ну, может быть, все понятно. Может, все понятно. Учителями давно уже они работают. Что-то еще? Нет, это не вопрос. Спасибо большое. Что вы были с нами. Желаем успешной подготовки ваших учащихся к экзаменам, чтобы хорошо сдавали. Вот. Ну, чтобы меньше изменений было в самих КИМах, Да. чтобы не Но приходилось... это уже не от нас зависит, меньше изменений или нет меньше изменений. Это понятно, что там огромная база данных, которая имеется, и из этой базы данных формируются задания, разные варианты, а разные вариантами снабжают различные субъекты Российской Федерации. Поэтому получается, то у нас там землетрясение, то у нас, соответственно, Северный морской путь, то какое-то еще задание может появиться. Поэтому, конечно, здесь необходимо выходить на все эти вопросы. Если ученик хорошо знает теорию, умеет также работать с картой, то для него не важно, какое будет задание, насколько оно будет изменено, он сумеет, этот ученик, ответить на любой поставленный вопрос. На этом завершаем, да? На этом мы завершаем. Но если вопросы еще будут, то я думаю, что мы постараемся на них ответить. Спасибо. Спасибо большое. Сохраняем. До свидания. Да. Так, скиньте, пожалуйста. Да, хорошо, есть у вас. Да. Да, это ваша флешка. Можно? Давайте, да, отправьте со следующим. Сейчас мы говорим насчет следующего. Так, мне еще скиньте, пожалуйста, всю презентацию. Как она называется? Вы уже нас выключили, да? Нет, надо потом повыключить, там заряд закрыли.